Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. В преддверии празднования десятилетия признания Российской Федерации независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия и Республики Южная Осетия состоялся пресс-тур абхазских и осетинских журналистов в Москву. Организовало пресс-тур Международное информационное агентство «Россия сегодня». События десятилетней давности, нынешний этап российско-абхазских отношений, вопросы межгосударственного сотрудничества в различных сферах, перспективы Женевского переговорного процесса, возможности признания Республики Абхазия и Республики Южная Осетия другими странами. Эти и многие другие темы поднимались на встречах журналистов с депутатами Госдумы Владимиром Шамановым и Константином Затулиным и сенатором Константином Косачевым. Я думаю, что никто не сомневается в том, что посягать на безопасность, на жизнь, на здоровье, на интересы народов Южной Осетии и Абхазии совершенно бесперспективно и будет встречать соответствующие отпоры со стороны соответствующих структур, вооруженных сил, органов безопасности двух республик при реализации союзнических обязательств, которые в этом случае приняла на себя Российская Федерация. Не менее важной и успешно решаемой является задача обеспечения устойчивого экономического и социального развития двух республик. Здесь очевиден вклад Российской Федерации. Мы в полном объеме выполняем взятые на себя партнерские обязательства. Председатель Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов во время августовских событий 2008 года командовал российской группировкой войск в Абхазии. Он поделился своими воспоминаниями о тех событиях и выразил сожаление по поводу того, что за 10 лет так и не была дана оценка политики, проводимой Западом в Кавказском регионе. Потенциальные возможности России и Абхазии реализуются не очень хорошо. Я свое мнение высказываю, потому что такой благодатный край с такими возможностями, учитывая то, что по тем данным, которым я располагаю, больше половины населения это граждане России, мы могли бы более интенсивно реализовывать потенциал Абхазии. По словам главы Думского комитета по обороне Владимира Шаманова, Абхазия и Южная Осетия гарантированно защищены от внешней агрессии, поскольку после признания России в республиках расположились российские военные базы. Шаманов особо подчеркнул, что Россия всеми возможными способами содействует той работе, которая ведется правительствами, министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии по достижению широкого международного признания. Россия всегда готова поддержать Абхазию и Южную Осетию в этом вопросе, подчеркнул Владимир Шаманов. Пресс-тур журналистов также включал в себя и посещение Международного информационного агентства «Россия сегодня» и ознакомление с особенностями его работы. В столичном центре имени Даура Зантария состоялся круглый стол, посвященный проблемам образования в нашей стране. Собравшиеся на встречу эксперты, руководители колледжей обсуждали предложения по реформированию законодательства о среднем специальном образовании на основе анализа законодательства ряда постсоветских государств. Рената Шакая продолжит тему. Каждому ребенку после 9 класса дается выбор – продолжать учиться в школе или получить среднее специальное образование. Здесь начинаются серьезные споры в семьях, особенно в тех, где мнения и представления детей и родителей об обучении расходятся. Тем не менее, многие довольно часто предпочитают покинуть стены школы. Довольно весомым преимуществом среднеспециального образования является то, что человек, получивший соответствующий диплом, получает еще и знания, подкрепленные на практике. То есть те, кто учится в колледжах после школы, будут иметь хотя бы самую мизерную практику, которая так необходима при устройстве на работу. Как отметила организатор нынешней встречи Циза Гумба, перед тем, как начать разработку программы по усовершенствованию законодательства о среднем и специальном образовании, был проведен анализ, который выявил, что большинство родителей против такого образования и не готовы, чтобы их дети поступали в колледжи и техникумы. Самая большая работа возникла с родителями. Они никак не хотят. Во-первых, мы одновременно пропагандировали, чтобы молодые люди, старшеклассники, шли в колледжи для получения среднего образования. Во-первых, они получают 2 диплома по окончанию, аттестат об окончании школы и специальность.
И когда человеку молодому, когда 16-17 лет, если он выбрал неправильную профессию, он всегда может поменять. Это безболезненно обычно проходит. Проект длился 2 года. В нем принимали участие все заинтересованные лица от Министерства образования до самих родителей, чьи дети планировали получить среднеспециальное образование. Как отмечалось на встрече, диплом о среднеспециальном образовании – это не только бумажка, это еще и практика. Получить данный вид образования можно в техникумах, колледжах и некоторых вузах. Полученные знания, подкрепленные практикой, подтверждаются дипломом. Практическая направленность – это еще одна черта среднеспециального образования. Создали сайт для молодого поколения. Сегодня в любой точке мира можно нажать и Амилат.инфо и получить все сведения. И, кстати, есть с Украины, с России, которые нам пишут, можно ли поступить в одно училище, в другой колледж, получить специальность в нашей стране. Несмотря на то, что сайт это специфически, там нет политики, которая очень много заходит. Пусть это мало людей заходит, но они очень... Нам кажется, что это было правильное решение, что для поколения молодых надо этот сайт. И справочник на 2 языках, который вообще никогда даже в советское время не было, и мы издали. Но, как оказалось, в этой области все не так просто. Результаты анализа экспертов, высказывания руководителей учебных заведений, людей, компетентных в данной области, свидетельствуют, что система среднего специального образования в Абхазии находится в глубоком кризисе. Разработанные специалистами рекомендации помогут желающим разобраться в преимуществах и недостатках среднего профессионального образования и принять для себя решение. Ведь если откинуть общепринятые стереотипы и хорошо заниматься, то и данный вид образования довольно хорош, если уделять ему должное внимание. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Сегодня общественность Сухума проводила в последний путь Льва Арзабевича Авицба, бывшего главу администрации Сухумского района, депутата 4-го созыва Народного собрания парламента Абхазии. Проститься с общественным деятелем, внесшим неоценимый вклад в дело возвращения на родину представителей нашей зарубежной диаспоры, пришли президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Геннадий Гагуля, депутаты парламента, представители общественности. Выступавшие на траурном митинге отзывались о Льве Авицба как о человеке добром и отзывчивом, как о патриоте, горячо любившим родину. К другим новостям. 3 года назад в районе кемпинга города Гагра благотворительным фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» и фондом Лилии Казанджан «Мадонна Лили» была построена детская площадка. На протяжении 3 лет каждое воскресенье здесь организовывается развлекательное шоу для маленьких жителей и гостей города. Вместе с детьми в это воскресенье на площадке побывали и наши корреспонденты. Репортаж Сари Смар. Пожалуй, это самое оживленное место в районе кемпинга города Гагры. Радостные возгласы и детский смех слышны даже издалека. Порой аниматорам бывает сложно перекричать детей. Но это никого не огорчает, ведь самое главное – малышам здесь весело. Вдоволь накатавшись на качелях, дети перебираются кто куда. Кому-то больше нравятся батуты, кто-то любит просто наблюдать за сказочными героями. Дети также облюбовали и горки. Сладкое угощение и подарочки достаются всем. Мы все сегодня будем веселиться до упаду, пока руки и ноги не устанут. Да, договорились? Смотрите, вы пообещали нам. Я каждый день сюда прихожу с дедушкой и бабушкой. Мне очень нравится. Каждый день сюда прихожу, мне нравится очень сильно. Здесь прекрасная атмосфера. Мне все качели нравятся. Детская площадка размером более 1000 квадратных метров была построена в 2012 году. До 2015 года развлекательные шоу здесь проводились лишь в праздничные дни. 3 года назад благотворительными фондами было принято решение в летний период каждое воскресенье организовывать праздничные шоу с аниматорами, сказочными персонажами и угощением. С тех пор детская площадка стала одной из часто посещаемых мест. Каждые выходные люди приходят сюда отдохнуть и развлечься целыми семьями. Подобных площадок по всей стране 10, и 7 из них в Гагарском районе. Основным направлением деятельности благотворительного фонда «Мадонна Лили» является оплата лечения тяжело больным детям. Также помощь малоимущим семьям и строительство детских площадок.
Вот строительство детских площадок – это как одно из главных вообще направлений деятельности. Мероприятие проходит ярко, весело, много детей и взрослых со всей Гагры посещают. Это уже стало доброй традицией для Гагры. Детям скучать не приходится. Игры с аниматорами и веселые танцы приводят их в настоящий восторг. Уже после танцев образовалась большая очередь за подарками. Сотрудники благотворительных фондов никого не обделяют. Сария Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 28 июля в МВД Абхазии из общественных источников поступило сообщение о потере документов временно проживающего в Сухуме жителя Республики Камерун. В ходе проверки информации сотрудники Сухумского УВД установили место временного проживания гражданина и обстоятельства произошедшего. Как сообщает пресс-служба МВД Республики, уроженец города Яунда Республики Камерун, студент из Москвы Арнауд Стефани прибыл в Абхазию с туристической целью 27 июля. Молодой человек пояснил, что потерю документов обнаружил позже, однако всех деталей произошедшего он не помнит. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел при поддержке сотрудников санатория и общественности, 29 июля были обнаружены и возвращены камерунцу личные документы, авиабилеты, банковские карты. Сам Арнауд Стефани в органы внутренних дел не обращался, однако благодарит сотрудников столичного УВД за работу, а жителей Сухума за неравнодушие и отзывчивость к его проблеме. Министерство образования и науки Абхазии совместно с Фондом социального страхования и охраны труда организовали в Рицинском реликтовом национальном парке детский лагерь Аюипща. Дети отправились в горы на неделю с 29 июля по 4 августа. Участниками лагеря стали 50 человек. Они были рекомендованы районными управлениями образования. В основном это дети, принимавшие активное участие в разного рода спортивных мероприятиях и конкурсах. Всего запланированы 3 потока участников. Время нахождения одного потока в горах составляет 7 дней. В лагере предусмотрены все условия безопасности для нахождения в горах. В течение недели детям предстоит поучаствовать во многих спортивных и патриотических мероприятиях, а также для них будут организованы познавательные экскурсии и походы в горы. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Учимчирского районного суда 1 единица. Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в помещении Министерства юстиции в Сухуме с 31 июля по 14 августа включительно. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра днем в Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода без осадков. Температура воздуха ночью 20-25, днем 27-32 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.